Коронавирус молодеет. Все чаще пациентами ковид-госпиталей становятся молодые люди. Вирус постоянно мутирует, при этом меняется течение заболевания. Сейчас в Абхазии действует в основном штамм Дельта. Он более агрессивный, его инкубационный период короче, а осложнение наступает быстрее. Бывают пациенты больше, около 30 лет или выше, у которых наступает цитокиновый шторм, имеется большой объем поражения легочной ткани, которым приходится препараты дорогостоящие использовать, препараты типа Актемра, Артлеги, Елсиры, которые спасают жизнь на данный момент. И есть дети, которые тоже стали переносить, если раньше было очень легко, а теперь, конечно, симптоматика появилась, у кого-то пневмония, у кого-то там подъем температуры длительно длится, то есть процесс видоизменился. Пациенты у нас сейчас в основном дельта-штамм, по данным секвенирования мозгов пациентов, выборочном секвенировании. Но есть и первый вирус, который первый пришел, и есть и британский ковид. Можно представить себе волны на море. Также и число зараженных. Оно в какие-то периоды то растет, то понижается. Такая волнообразная эпидемическая ситуация наблюдается во многих странах мира. Вот сейчас, конечно, напугало то, что количество смертей было 7 человек за сутки, но это было стечение обстоятельств. Это не связано с какими-то конкретными обстоятельствами. Потому что они заражаются в основном одним вирусом. Чаще всего это пациенты, которые посещали одни мероприятия. Поэтому надо сидеть дома и защищать себя и свою семью. Мы всегда ждем, если мы говорим, там свадьба была на столько-то человек, то мы знаем, что скоро реанимация будет заполнена. Однозначно скопление людей ни к чему хорошему в данный момент не приведет. Расслабились. Так можно определить основную причину тревожных событий на фронте борьбы с коронавирусом. Мы перестали соблюдать меры безопасности. Социальная дистанция и ношение масок практически забыты. Люди активно, без опасений общаются друг с другом и собираются в компании. А в это время врачи борются за спасение жизни, сутками дежуря в больницах. В лечении врачи используют различные протоколы. Сейчас у нас микст протокол. В основном основные рекомендации идут российского Минздрава. Но мы используем все протоколы, то есть у нас микс для того, чтобы оптимизировать лечение пациентов. Врачи не устают подчеркивать безальтернативность прививок. Вакцина – единственный способ избежать заражения или осложненного течения болезни. Даже заразившись новым штаммом, привитый человек переносит болезнь легче, чем невакцинированный. В стационаре практически все лежат пациенты, которые не вакцинированы. И среди них есть единичные вакцинированные. У них состояние более или менее стабильное. Они получают терапию стандартную, которую мы назначаем. Те, которые не вакцинированные, больные лежат в стационаре, они более тяжело, у них проходит болезнь. Значит, они в основном все кислородозависимые. Половина пациентов получили биологические препараты. Это в виде Актемры, Артлеги, Елсиры. В борьбе с инфекцией Министерство здравоохранения оказывает лекарственную помощь медицинским учреждениям республики. Это Гудаутская, Гагрская, Чимчирская и Тхуарчалская ЦРБ, а также инфекционная больница города Сухум. Кроме того, по мере обращения оказывается помощь российскому мобильному госпиталю. Помимо лекарств по протоколу, Минздрав также закупает препараты для лечения хронических заболеваний. Основное – это противовирусное лечение, антикоагулянтное лечение, препаратами, антибактериальными препаратами и а также иммунодепрессантами. На сегодняшний день за 2021 год порядка 200 миллионов на обеспечение потрачено. Там лекарственные препараты, медицинские изделия. В медицинские изделия входит медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, также средства дезинфекции и ряд препаратов, которые необходимы для решения вопроса борьбы с коронавирусной инфекцией. Призывы соблюдать меры предосторожности, вакцинироваться, всячески беречь себя и своих близких звучат постоянно. Карантинные правила не так уж сложны, но при этом соблюдаются они плохо. Медицина и врачи на страже нашего здоровья. Но когда мы, наконец, поймем, что ответственность лежит на нас самих? Эсма Голандзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.